우리에게 주시는 하나님 말씀은 데살로니가후서 3장 5절 말씀입니다. Сегодня нам дано Слово Божье. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 5 стих. 우리 한 목소리로 같이 한번 읽읍시다. Давайте прочитаем вместе. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божью и в терпение Христова». Аминь. 네. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий со всеми вами. 아멘. Аминь. 오늘 말씀을 보면 하나님의 사랑과 그리스도의 인내가 서로 하나인 것을 알 수가 있습니다. Если вы посмотрите на сегодняшнее послание, вы поймете, что любовь Божья и терпение Христова – это одно единое. 하나님의 사랑 안에 들어가고자 하는 사람은 오직 그리스도의 인내 안에 들어가야 하는 것입니다. Человек, желающий обратить себя к Божьей любви, должен обратить свое сердце в терпение Христова. 또한 그리스도의 인내에 들어가는 사람만이 하나님의 사랑 안에 들어갈 수 있는 것입니다. Так как только тот человек, который обратит свое сердце в терпение Христова, сможет обратить сердце Божьей любви. 여러분, 예수님은 자신을 하나님 아버지께로 가는 길이라고 말씀하셨습니다. Дорогие верующие, Иисус сказал о себе: «Я есть путь, ведущий к небесному Отцу». 우리 요한복음 14장 6절 말씀 읽어봅시다. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Аминь. 그러니까 예수님이 제자들을 사랑하시는 방법은 예수님 자신이 하나님 아버지께로 가는 길이 되심으로 사랑하시는 것입니다. Поэтому способом выражения любви Иисуса к своим ученикам было то, что Иисус так возлюбил их, что сам стал путем, ведущим к небесному Отцу. 구체적으로 예수님이 하나님 아버지께로 가는 길이 되기 위해서 행하신 일은 인내였습니다. И если конкретно сказать, Иисус терпел ради того, чтобы проложить путь к небесному Отцу. 예수님이 하나님 아버지께로 가는 길이 되기 위해서 십자가를 참으신 것입니다. Иисус претерпел крест ради того, чтобы стать путем, ведущим к небесному Отцу. 만일 예수님이 십자가를 참으시지 않았다면 하나님의 사랑이 이루어지지 않았을 것입니다. И если бы Иисус не претерпел крест, любовь небесного Отца могла бы не сбыться. 예수님은 십자가의 고난을 피하실 수도 있었습니다. Иисус мог бы избежать крестных страданий, 그러나 그렇게 하지 않으셨습니다. но Он этого не сделал. 왜냐하면 하나님의 사랑이 이루어지기 위해서는 십자가의 고난을 받아야 했기 때문입니다. Потому что для того, чтобы любовь Божья свершилась, Он должен был пострадать на кресте. 우리 마태복음 26장 53절 54절 읽어봅시다. Давайте прочитаем вместе Евангелие от Матфея, 26 главу, с 53 по 54 стихи. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» 여러분, 예수님의 사랑은 직접적인 사랑이 아니라 중보자의 사랑입니다. Дорогие, любовь Иисуса – это не личностная любовь, это посредническая любовь. 이 말씀을 오해하시지 말고 잘 이해하셔야 합니다. И вот это слово мы должны понять правильно, без предвзятости. 물론 예수님은 우리를 죽기까지 사랑하셨습니다. Конечно же, Иисус возлюбил нас даже до смерти. 그러나 예수님의 사랑은 하나님의 사랑의 통로로서 우리를 사랑하신 것입니다. Но любовь Иисуса – это канал Божьей любви, благодаря которому Он возлюбил нас. 그래서 예수님은 인내하셔야 했습니다. И поэтому Иисус должен был терпеть. 그래서 예수님은 십자가에 죽으셔야만 했습니다. Поэтому Иисусу должно было умереть на кресте. 그렇게 예수님은 제자들을 떠나야만 했습니다. И поэтому Иисусу пришлось оставить своих учеников. 여러분, 예수님이 자신의 사랑이 전부였다면
왜 예수님이 제자들을 떠나야만 했을까요? Дорогие, как вы думаете, если для Иисуса любовь была всем, то почему Иисусу нужно было оставить своих учеников? 요한복음 16장 7절 말씀 읽어봅시다. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 16 главу, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». 여기에서 예수님이 떠나신다는 것은 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하신다는 것을 의미합니다. Здесь Иисус говорит, что оставит их. Это означает, что Иисус умер на кресте, воскрес и вознесся на небеса. 육신에 있던 예수님은 육신의 사랑이 전부가 아니라는 것을 아셨습니다. Иисус, пребывающий во плоти, знал, что физическая любовь – это еще не все. 육신에 있었던 예수님은 자신보다 더 큰 사랑이 있다는 것을 아셨습니다. Иисус, пребывающий во плоти, знал, что существует еще большая любовь, чем Его любовь. 그래서 예수님은 오직 보혜사 성령이 제자들에게 임하게 하시기 위해서 제자들을 떠나신 것입니다. И для этого Иисус оставил своих учеников, чтобы на учеников Его сошел Утешитель, Дух Святой. 예수님은 오직 하나님의 사랑의 길이 되심으로써 제자들을 사랑하신 것입니다. Иисус возлюбил своих учеников только тогда, когда Он стал путем, ведущим к Божьей любви. 여러분, 이것이 성도의 사랑의 방법입니다. Дорогие верующие, для святых это способ выражения любви. 나의 육신적인 사랑보다 더 큰 하나님의 사랑이 있다는 것을 믿는 것입니다. Это верить в то, что любовь Божья больше моей физической любви. 여러분, 만일 육신적인 사랑이 전부다면 여러분이 왜 여기 나와서 예배드리겠습니까? И, дорогие, подумайте, если физическая, то есть плотская любовь была бы всем для вас, то разве вы пришли бы сюда и несли бы здесь богослужение? 그냥 집에서 자녀들과 함께 있는 게 좋지 않습니까? Не лучше ли было оставаться вместе с детьми дома? 그러나 내가 자녀들에게 베푸는 사랑보다 더 큰 하나님의 사랑이 있습니다. Но есть та любовь, неизмеримо с нашей любовью, не так, как мы детей любим, есть и еще превосходная любовь. 그것을 믿기 때문에 여러분이 이 자리에 와 있는 것입니다. И поэтому вы верите в эту превосходную любовь, и поэтому находитесь на этом месте. 저도 한국에 자녀들이 있습니다. У меня тоже в Корее есть дети. 만약 육신적인 사랑이 전부라면 저는 자녀들 옆에 있어야지요. И если для меня любовь к детям это было все и всем, то, конечно, я должен был находиться только с детьми. 왜 멀리 떨어져서 여기서 이렇게 예배를 드리겠습니까? Почему я должен находиться здесь и здесь нести с вами служение? 내가 사랑하는 것보다 더 큰 하나님의 사랑이 있다는 것을 믿기 때문입니다. А все это происходит из-за того, что я верю, что есть еще большая любовь, это Божья любовь. 성도는 나의 육신적인 희생을 통해서 한없이 크신 하나님의 사랑이 임하기를 소망합니다. И верующие надеются, чтобы на святых, благодаря их физической жертве, сошла безграничная Божья любовь. 그래서 성도는 예수 그리스도처럼 인내함으로 하나님의 사랑이 임하게 하는 것입니다. Вот почему на верующих, благодаря терпению Иисуса Христа, сходит Божья любовь. 성도는 예수님처럼 고난을 받음으로 하나님의 사랑이 임하게 하는 것입니다. И поэтому на святых, благодаря перенесенным страданиям Иисуса Христа, на нас сходит эта Божья благодать, Божья любовь. 여러분, 하나님의 사랑이 우리에게 임하기를 원하십니까? Дорогие верующие, вы желаете, чтобы Божья любовь сошла на вас? 하나님의 사랑이 여러분 가족에게 임하기를 원하십니다. Вы желаете, чтобы Божья любовь сошла на ваши семьи? 그렇다면 먼저 그리스도의 인내에 들어가십시오. Тогда, прежде всего, обратите ваши сердца в терпение Христова. 만약 우리가 그리스도처럼 인내하기 시작하면 반드시 하나님의 사랑이 우리 안에 들어오게 될 것입니다. Если мы, как Христос, начнем проявлять терпение, Божья любовь непременно будет действовать в нас.
좀 더 자세히 그리스도의 인내에 들어가는 게 무슨 의미인지 살펴보겠습니다. Давайте еще более подробнее рассмотрим, что значит обратить нас в терпение Христова. 창세기 12장 1절부터 3절 말씀 읽겠습니다. Давайте прочитаем Слово Божие. Бытие 12 главу с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Аминь. 하나님은 아브라함을 갈대아 우르에서 부르셨습니다. Господь призвал Авраама из Ура Халдейского. 하나님이 아브라함을 부르신 이유는 그를 복이 되게 하시기 위해서 부르신 것입니다. Причина, по которой Господь призывал Авраама, заключалась в том, чтобы дать Аврааму благословение. 하나님은 아브라함을 통해서 땅의 모든 족속에게 복을 주시기를 원하셨습니다. Господь хотел через Авраама благословить все племена земли. 그렇게 하기 위해 하나님은 아브라함에게 말씀하셨습니다. И для этого Господь обратился к Аврааму с такими словами. 하나님은 아브라함에게 넌 너의 친척과 아비 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 말씀하셨습니다. Он сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». 그러면 내가 너를 온 땅에 복이 되게 하겠다라고 И 말씀하셨습니다. тогда сказал Бог: «Я сделаю тебя благословением для всех племен». 자, 여기서 중요한 거는 복을 주시는 분은 오직 하나님이십니다. Дорогие, здесь есть очень важный момент. Это то, что только Бог дает благословение. 여기서 중요한 것은 복을 주시는 분은 아브라함 자신이 아니라는 것입니다. И здесь важно знать о том, что благословение дает не Авраам. 여러분, 복을 주는 분은 오직 하나님이십니다. Бог дает, только Бог дает благословение. 내가 아멘. 복을 줄 수 있는 게 아닙니다. Я лично сам не могу дать этого благословения. 여러분, 하나님이 아브라함에게 주신 말씀 다른 말로 하면 이런 말입니다. 너 자신은 복이 될 수 없다. И другими словами, Бог сказал Аврааму так: «Ты сам не сможешь стать благословением». 너와 네가 가진 모든 것이 복이 될 수 없다는 것입니다. Это значит, ты и все, что ты имеешь, Авраам, не могут стать благословением. 여러분, 너는 너의 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라는 말씀은 아브라함에게 네 자신을 부인하라라는 것을 의미합니다. Сказанные Богом слова: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе», означают: «Авраам, отрекись, откажись от себя». 너 자신이 복이 될 수 없다는 것을 인정하라는 것입니다. Это значит, признайся, Авраам, прежде всего, что ты сам не можешь стать благословением. 그래야 진정으로 너는 복이 될 수 있다라는 것입니다. И это означает, только тогда ты, Авраам, действительно может быть благословением. 여러분, 부모가 자식에게 복이 될 수 있을까요? Как вы думаете, родители могут стать благословением для детей? 부모님은 될 수 있으면 자식에게 좋은 것 주고 싶죠. Конечно, родители всегда стараются самое лучшее дать детям. 할 수만 있으면 제일 좋은 것 주고 싶은 게 다 부모의 마음입니다. Да, это сердце родительское таково, что самое лучшее, самое дорогое хочется отдать детям нашим. 열심히 일해가지고 많은 것을 자식에게 주면 과연 그게 복이 될 수 있을까요? И если родители будут усердно трудиться, работать, и эти накопившие блага отдадут детям своим, это разве будет благословением? 그것은 세상 사람들이 생각하는 것입니다. Так думают только мирские люди. 하나님이 복을 주시는 것입니다. Только Бог дает благословение. 내가 복이 될 수 없다는 것을 우리는 인정해야 합니다. И поэтому я должен признаться себе, что не могу я лично
дать кому-то благословение. 내가 내 자녀에게 복이 될 수 있다라고 막 생각하는 것은 부모의 욕심, 교만입니다. Это, знаете, когда родители думают так, я могу дать благословение своим детям, это, знаете, это родительская жадность, это родительская гордость. 내가 아무것도 아니라는 것을 인정할 때 비로소 그 부모는 자식에게 복이 될 수 있는 것입니다. И только тогда, когда родители признают, я ничего не значу, свою никчемность, когда родители признают, тогда Господь даст такое благословение. 여러분 자신이 스스로 복이 될 수 있다라고 생각하는 사람은 절대로 하나님의 축복의 통로가 될 수가 없습니다. И человек, который думает, что сам самостоятельно может стать благословением, никогда не станет каналом Божьего благословения. 먼저 내 자신이 쓸모없는 사람이라고 인정하는 사람은 하나님의 축복의 통로가 될 수가 있는 것입니다. Только тот человек, который прежде всего признает свою никчемность, может стать каналом Божьего благословения. 여러분 운전하는데 길이 꽉 막혀 있으면 얼마나 답답합니까? Дорогие, как неприятно, когда во время вождения дорога полностью забита машинами. 그런데 하나님의 복을 막는 사람이 있습니다. Но есть люди, которые заслоняют Божие благословение. 그것은 자신이 다른 사람에게 복을 줄 수 있다라고 스스로 생각하는 사람입니다. Это человек, который считает, что сам лично может благословлять других людей. 자기를 부인하지 않는 사람입니다. Это человек, который не отрекся от самого себя. 교만해서 남을 비난하며 자기를 자랑하는 사람입니다. Это человек гордый, судящий других и хвалящийся собой. 그러한 사람은 하나님의 사랑을 가로막는 사람입니다. Такой человек ставит заслон Божьей любви. 여러분 아브라함은 심령이 가난한 사람이었습니다. Дорогие, Авраам был человеком, у которого был нищий дух. 자신이 세상에 복을 줄 수 없는 사람이라는 것을 알았던 사람입니다. Он был тем человеком, который знал о себе, что сам он лично не может дать благословение миру. 그래서 아브라함은 복의 통로가 되기 위해서 감사한 마음으로 하나님 말씀에 순종했던 것입니다. И поэтому Авраам, ради того, чтобы стать каналом благословения, с благодарным сердцем повиновался Божьему Слову. 여러분 하나님이 아브라함에게 주신 말씀이 무엇입니까? Дорогие, какое слово дал Бог Аврааму? 너는 너의 고향과 친척과 아비집을 그리고 떠나서 내가 네게 지시하고 보여줄 땅으로 가라라는 말씀이 무엇을 의미합니까? Что означают слова Бога? «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». 그것은 자기를 부인하는 말씀이고 또한 인내의 말씀입니다. Это слово подразумевало слово от самоотречения, а также слово терпения. 좀 더 정확히 말씀드리면 그 말씀은 자기를 부인하는 예수 그리스도의 인내의 말씀입니다. Если сказать еще точнее, эти слова выражают терпение Иисуса Христа, который отрекся от самого себя. 아브라함은 자기를 부인하는 예수 그리스도의 인내의 말씀에 들어갔습니다. Авраам обратил свое сердце к слову самоотречения и терпения. 그래서 모든 사람들에게 복을 주는 통로가 될 수 있었던 И 것입니다. таким образом он стал каналом благословения для всех людей. 아브라함이 직접 모든 사람에게 복을 줄 수는 없습니다. Авраам не мог сам лично благословить всех людей. 아브라함이 직접 모든 사람에게 상을 줄 수는 없습니다. Авраам не мог сам лично вручить всем награду. 그러나 아브라함이 인내의 말씀에 들어감으로써 하나님이 그를 통해서 모든 사람에게 복을 주시고 상을 주신 것입니다. Но когда Авраам обратил свое сердце к слову терпения, Бог через него даровал всем людям благословение и даровал награду. 우리는 가끔 내 자신이 다른 사람에게 복을 줄 수 있다고 생각합니다. Иногда, изредка, мы думаем так, что можем лично сами дать благословение другим людям. 우리는 가끔 사람이 다른 사람에게 복을 줄 수 있다라고 생각합니다. Иногда мы думаем, что человек человеку может дать благословение. 심지어는 나의 자녀들에게도 내가 복을 줄 수 있다라고 생각합니다. И также думаем, что я сам лично могу благословить моих детей. 과연 그럴 수 있을까요? Но разве такое вообще может быть? 복은 하나님이 주시는 것입니다. Потому что благословение дает Бог. 나는 아브라함처럼 복의 통로,
길이 될 수 있는 것입니다. Потому я, как и Авраам, могу стать только лишь каналом благословения. 제가 만일 아브라함처럼 자기를 부인하는 인내의 말씀에 순종한다면 하나님이 나를 복의 통로로 삼으실 것입니다. Если я, как Авраам, буду повиноваться слову самоотречения и терпения, тогда Бог использует меня каналом своего благословения. 내가 만일 자기를 부인하는 예수 그리스도의 인내 안에 들어간다면 하나님 나를 통해서 하나님의 사랑이 임하게 하실 것입니다. Если я обращу свое сердце к самоотречению и терпению Иисуса Христа, Бог позволит любви Божией прийти через меня. 여러분 성경은 예수님을 하나님의 얼굴이라고 증거합니다. Дорогие верующие, Библия свидетельствует, что Иисус является ликом, то есть образом Бога. 성경에서 대부분 하나님의 얼굴은 무엇을 의미하냐면 하나님의 사랑의 통로를 의미합니다. И в большей части Библии Божье лицо означает канал, то есть источник Божьей любви. 우리 민수기 6장 24절부터 26절 말씀 읽어봅시다. Давайте прочитаем числа 6 главу с 24 по 26 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». Аминь. 제사장의 축복이죠. Это благословение священника. 이처럼 하나님의 얼굴은 우리에게 복을 주시고 은혜를 주시고 평강을 주시는 통로, 길입니다. И таким образом лик Господа является источником, дающим нам в дар благословение, милость и мир. 그러니까 하나님의 얼굴을 이렇게 비친다는 것은 얼굴을 비춰준다는 것은 그에게 복을 준다는 것을 의미합니다. И когда говорят, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, это значит, что Господь смотрит на тебя и благословляет тебя. 많은 성도들이 하나님의 얼굴을 보고자 했습니다. И многие верующие желали увидеть лице Господне. 그런데 여호와의 얼굴은 곧 예수 그리스도의 얼굴을 의미합니다. Но когда говорят лице Господне, это означает лице Иисуса Христа. 우리 데살로니가 후서 1장 9절 말씀 읽어봅시다. Давайте прочитаем второе послание Фессалоникийцам, 1 главу, 9 стих. «Которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». 사도 바울은 주님의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나면 영원한 멸망과 형벌을 받게 될 것이라고 증거합니다. Апостол Павел утверждает, если мы отступим от лица Господа и от славы и могущества Его, мы подвергнемся наказанию вечной погибели. 왜냐하면 하나님의 사랑과 복과 은혜가 주님의 얼굴을 통해서 나타나기 때문입니다. Потому что Божье благословение, любовь и благодать проявляются только через лице Господа. 여러분 만약 우리가 주의 얼굴을 떠나버리면 하나님의 은혜와 사랑을 받을 수가 없습니다. Дорогие верующие, если мы отойдем от лица Господня, мы не сможем получить Божью любовь и благодать. 우리가 만일 주의 얼굴을 떠나면 영원한 형벌을 받게 되는 것입니다. И если мы отойдем от лица Господня, мы будем наказаны вечной погибелью. 그런데 여러분 여기서 말하는 주님의 얼굴은 구체적으로 십자가를 통한 그리스도의 인내를 의미합니다. Дорогие, лицо Господа, о котором здесь говорится, конкретно означает Христово терпение, проявленное на кресте. 다시 말씀드려서 주님의 얼굴은 그리스도의 인내를 의미합니다. Еще раз хочу подчеркнуть, лицо Господа означает терпение Христово. 자, 그러므로 우리가 그리스도의 얼굴을 보고자 한다면 우리는 그리스도의 인내 안에 들어가야 하는 것입니다. Следовательно, если мы хотим увидеть лицо Христово, мы должны обратить себя в терпение Христово. 그리스도처럼 자기를 부인하는 인내 속에 들어갈 때 우리는 하나님의 사랑 안에 들어가게 되는 것입니다. Когда мы обратим наши сердца к самоотречению и терпению, как Христос, тогда сможем обратить наши сердца к Божьей любви. 옛날 이스라엘 사람들이 성소 안에 들어가야 하나님을 만날 수 있었죠. Ранее израильский народ должен был войти в святилище для того, чтобы увидеть лице Божье.
성소는 그리스도의 인내를 의미합니다. Да, святилище означает терпение Христова. 그 안에 들어갈 때 하나님을 만날 수 있는 И только 것입니다. тогда, когда ты входишь в это святилище, тогда можешь встретиться лицем к лицу Богу. 지금 세상을 보면 하나님이 정말로 계신가 의심이 생길 수도 있습니다. Глядя на сегодняшний мир, могут возникнуть сомнения, действительно ли существует Бог. 지금 과연 하나님이 일하고 계신가 의심이 생길 수도 Могут 있습니다. возникнуть такие сомнения, действительно ли Бог сейчас работает. 그래서 점점 성도의 믿음이 사라지고 기도가 사라지고 있습니다. И так постепенно пропадает вера у верующих и пропадают молитвы верующих. 그래서 점점 성도의 희생이 사라지고 있습니다. Поэтому самопожертвование верующих постепенно пропадает. 우리는 지금 절망의 시대 속에 살고 있습니다. Мы живем сейчас в эпоху отчаяния. 저는 개인적으로 다니엘서를 참 좋아합니다. Я лично очень люблю книгу пророка Даниила. 다니엘서를 보면 하나님이 전혀 없을 것 같은 상황 속에서도 하나님을 발견할 수 있기 때문입니다. И посмотрев книгу Даниила, мы можем обнаружить Бога даже в тех ситуациях, когда кажется, что Бога там нет. 다니엘서는 이렇게 시작합니다. И книга пророка Даниила начинается так. 우리 다니엘서 1장 1절 2절 말씀을 읽어봅시다. Давайте вместе прочитаем книгу пророка Даниила, 1 главу, 1-2 стих. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. 여러분 보십시오. 바벨론 왕이 예루살렘 성을 부시고 심지어 성전마저 부셨습니다. Дорогие верующие, посмотрите на слово. Здесь говорится, что царь Вавилонский разрушил город Иерусалим и также вместе с ним и храм. 그리고 성전 안에 있던 하나님을 섬길 수 있는 그릇들을 가져갔습니다. И он забрал сосуды, которые использовались при служении Богу в храме. 그리고 유다 왕 여호와야 김도 포로로 데려갔습니다. И также взял в плен царя иудейского Иоакима. 수많은 백성들이 잔인하게 죽었습니다. И бесчисленное количество людей погибло жестокой смертью. 우리가 만일 그 상황 속에 있었다면 하나님을 발견할 수 있을까요? Давайте подумаем, если бы мы оказались в той ситуации, могли бы мы обнаружить Бога? 그런데 다니엘서는 그 상황 속에서도 이 모든 것이 주님이 행하신 것이라고 증거하고 있습니다. Однако книга Даниила свидетельствует о том, что все эти обстоятельства возникли по допущению Бога. 빛이 조금도 없는 캄캄한 상황 속에서도 하나님의 역사를 증거하고 있는 것입니다. В обстановке кромешной тьмы, где нет совсем света, они становятся свидетелями Божьих дел. 여러분 다니엘서를 계속해서 읽어보면 하나님이 전혀 없을 것 같은 이방 땅에서 하나님을 찾는 사람들의 이야기가 계속 나옵니다. Дорогие, если вы продолжите читать книгу Даниила, вы найдете истории о людях, ищущих Бога в языческой стране, где, казалось, Бога вообще как бы не существует. 그 캄캄하고 어두운 땅에서 하나님의 나라가 이루어지는 것을 본 사람들의 이야기가 나옵니다. Есть истории о людях, которые видели, как Царство Божье установилось в той темной земле. 여러분 지금 하나님의 나라가 이루어지고 있습니다. Дорогие, а сейчас утверждается Царство Божье. 내가 보지 못한다고 해서 하나님 나라가 없다라고 말씀하시지 마십시오. И ни в коем случае не говорите, что нет Царства Божьего, из-за того, что вы не видите его своими глазами. 이것이 쉽게 보이지 않는 것은 비밀스럽게 이루어지고 있기 때문입니다. Это действительно нелегко увидеть, потому что оно утверждается тайно. 세상은 자기를 자랑하는 잘난 사람들의 이야기로 가득합니다. В мире полно разных историй о людях, которые хвалят самих себя и возвышаются над другими. 그래서 나도 꼭 그렇게 살아야 할 것 같습니다. И нам кажется, что мы должны жить точно так же, как они.
그렇게 살지 못하면 나는 막 뒤떨어지는 것 같은 마음이 듭니다. И если я не живу, как они, то нам кажется, что мы отстали от них и где-то находимся далеко-далеко от них. 그래서 성도들의 믿음을 막 흔들어 버립니다. И поэтому такие люди шатают веру святых. 여러분, 우리는 하나님의 나라를 바라봅시다. Дорогие верующие, давайте мы будем взирать на Царство Божье. 지금도 하나님의 나라는 자기를 부인하는 사람들을 통해서 은밀하게 이루어지고 있습니다. Но даже сейчас Царство Божье утверждается. Оно утверждается тайно через тех людей, кто отрекается от самого себя. 그래서 이 일은 인내가 필요한 것입니다. Вот почему этот труд требует терпения. 여러분, 그리스도처럼 자기를 부인하는 인내 안에 들어가기를 바랍니다. Дорогие верующие, давайте обратим наши сердца к самоотречению и терпению, как Христос. 나와 내가 가진 모든 것이 아무것도 아니라는 것을 고백합시다. Давайте признаемся, что все, что я имею, это ничего не значит. 기도가 끊어지지 않게 하고 예배가 끊어지지 않게 합시다. Давайте сделаем все возможное, чтобы наши молитвы не прекратились и наше богослужение не прекратилось. 여러분, 내가 인내하는 게 아니라 예수님의 인내 안에 내가 들어가는 것입니다. Дорогие верующие, не я терплю, а именно мы обращаем свои сердца к терпению Христову. 이게 조금 이해하기 어려울 수도 있습니다. Может быть, вам немножко будет тяжело понять, 우리는 누구도 예수님처럼 인내할 수 없지요. потому что никто из нас не может терпеть, как Христос. 그러나 인내하신 예수님 안에 내가 들어가는 것입니다. Но мы именно обращаем свое сердце к Иисусу, который имеет это терпение. 노아가 방주 안에 들어간 것처럼 우리는 예수님의 인내 속에 들어가는 것입니다. Это означает, как Ной вошел в ковчег, мы тоже входим в терпение Христова. 기도를 통해서, 간절한 기도를 통해서 그리스도의 인내 안에 내가 들어가는 것입니다. Это значит, что я искренне молюсь, чтобы я обратил свое сердце к Христову терпению. 그러면 하나님의 은혜와 사랑이 우리에게 임하는 것입니다. И тогда на нас сойдет Божья любовь и Божья благость. 오직 하나님의 사랑만이 우리를 영화롭게 할 수 있다는 것을 고백합시다. Давайте признаемся, что только Божья любовь может осветить нас. 이렇게 그리스도의 인내 안에 들어가면 하나님의 사랑이 우리 안에 가득하게 될 것입니다. Если мы обратим наши сердца к терпению Христову, Божья любовь наполнит всех нас. 우리 모두 그리스도의 인내를 통해서 하나님의 얼굴이 나타나기를 소망합니다. Я надеюсь, через Христово терпение всем нам откроется Господне лицо. 기도하시겠습니다. Давайте помолимся.